Даже веганы им тоже. Перевозку ружья разрешили или нет? Ты несешь на себе риски. Онлайн-продюсер, задание веры. Сколько? Ну, почти 1 миллион можно зарабатывать. Отсеиваю. Нужная, ненужная информация вообще людям. Я не люблю сама долго там по день, по два убираться дома, да, потому что это пустая трата времени. Всем привет! Сегодня мы встретились с Марией Столярчик. Будем говорить про бизнес, про блогерство, как начинать, как развиваться. Меня зовут Живустан Иванов и Лина Жиркова. Мы вместе работаем как консультанты, бизнес-консультанты. И вот сегодня хотим в формате общения, встречи поговорить с Марией, вообще, с чего она начинала и как сейчас развивается. Мария, здравствуйте. Привет, привет. Спасибо, что пригласили. Когда меня приглашали, говорили, что здесь были Афанасий Алексеев, Ганс Амосов, Винокуров и другие очень хорошо добившиеся успехов люди. И я думаю, блин, это же так ответственно. О чем я там буду говорить? О своих 3 детях, о семье, о быте. Но, тем не менее, с 2016 года в статусе индивидуального предпринимателя, хотя и активную предпринимательскую деятельность веду с позапрошлого буквально года, с открытия кондитерской. И моя история такова, что начиная с хобби, с любимого занятия, перешла в монетизацию хобби и потом уже превратила в бизнес. Об этом, наверное, и будем говорить, да? Да, конечно. Меня вообще тема производства очень сильно затрагивает, потому что я сама по себе производственник, по сути. Вот, поэтому, смотрите, вы же могли, например, уйти только в одно направление, а получается у вас сейчас есть и производство, и инфобизнес. 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 Ага. В прошлый раз мы с вами, кстати, разговаривали про инвестиции, которые вы совместно с мужем делаете. Это тоже очень интересная тема. Кстати, было... Обо всем об этом сейчас как раз много откликов на самом деле на это. Тогда где-то 4 направления, да? Да. И еще 5-ю выпустили. Деятельность, да? Деятельности. Да, я люблю вести параллельную деятельность, и как раз-таки у меня стоит прямо в статусе в инстаграм-странице «Все успевашка». И вот это смайлик этого ураганчика. Вы бы видели мой маршрут дневной. 2-3 раза, наверное, круг делаю по городу, 2-3 круга куролесю. Действительно, без машины я уже никто, и отпадает. Вот сейчас у нас съемки 3 часа, и машина не так стоит, просто так не стоит, я ее сдала в детейлинг, и чистится сейчас завтра к приезду семьи, мужа, готовится, да. Так же, как и вчера приходил клининг дома, да, пока меня не было, пока я ездила по делам. Да, я люблю делегировать. Я не люблю сама долго там по день, по два убираться дома, да, потому что это пустая трата времени, потому что буквально через 5 минут дети придут и опять игрушками раскидают полы. И освобождение руки для достижения чего-то большего, это, мне кажется, очень хороший мотив, чтобы делегировать свои дела другим. У меня есть няня, у меня есть управляющая, у меня есть помощник по блогу, у меня есть онлайн-продюсер по инфобизнесу, которые это вот моя команда, которой я доверяю вот все мои направления деятельности, и дизайнер, ремонт квартиры. У меня еще сейчас параллельно ведется. А это не хухры-мухры, это большая деятельность. Ну, прям такой вот чисто бизнесовый подход, да? Прямо все взяла, вначале задумала, решила, а потом решила, кто будет делать, а потом все отдала. И с ума сижу, да. Да. Ну, на самом деле... Это только внешняя картинка, что вот да, конечно. Это внешняя картинка. Все равно там по каждой мелочи, конечно. Кому звонят, мне же. Да. Приходится во всем подгузники вникать. Закончились, няня звонит, начиная, да. Потом там поставщик опаздывает с поставкой сыра, управляющая звонит, что делаем, и так далее, да. А потом онлайн-продюсер звонит, там кто-то хочет взять рассрочку, даю или нет. Все равно же с моего разрешения, с моего утверждения все дела делаются. Поэтому из таких вот принятий решений и создается вся жизнь состоит. Вот. Сейчас муж звонил,
перевозку ружья разрешили или нет? Кто решает этот вопрос? Да, я звоню в авиакомпанию, говорю, недоступны ни горячая линия, ни кассы, не берут телефон. Я поехала уже на машине на Петра Алексеева, зашла в продажу билетов и у них спросила, заявка подтвердилась наша или нет. Вот очень сложно, когда нет мобильности в компаниях, когда оперативно нужно решать дела, а кто-то трубку не поднимает. Это Но вот на самое самом зло. деле это и есть самый главный секрет бизнеса. Это Мобильность, да, оперативность. скорость движения частиц определяет могущество. Мы в своей компании тоже стараемся всегда решать достаточно быстро. Но я хотела немножко поговорить о другом, потому что я хочу, чтобы вы воспользовались ситуацией и поговорили. Я бы взяла у Джилстана консультацию. Да. Именно вот по новому направлению. Расскажите вообще, Да. как эта идея пришла? Да, это очень хорошая идея, мне очень нравится миссия. В общем, мы уже несколько лет печем тортики, да, на заказ, это событийный бизнес, можно сказать, да, на свадьбы, на юбилеи, на выпускные, на новоселья и на дни рождения. Мы по заказу печем тортики, красивые украшения индивидуальному заказу. И в этом году, в прошлом году у меня переехала сестра в Якутск, и начали для нее занятия думать. И решили освоить ПП. И она обучилась на курсе у кондитера российского, взяла диплом государственного образца, и сертификат или диплом, в общем, бумажка очень хорошая такая, государственного образца. И вот мы открыли цех весной этого года, и с 1 апреля у нас заработал цех по производству ПП тортов, ПП десертов. Там у нас около 20 видов ПП-десертов без содержания сахара белого, без содержания муки белого, и безлактозные есть у нас, там безглютеновые есть. В общем, доставка есть. Да, это после вашей консультации мы в обязательном порядке сделали поставку. Мы обучили нашего зятя в автошколе, купили ему машину и сделали доставку. Ну, параллельно наш брат, мой двоюродный, стал топить в семье большой за семейные бизнесы, и поэтому мы, хотя в народе существуют такие мнения, что невозможно в семье семейные бизнесы создавать. Не то, что невозможно, а просто да, это сложно, и потом много ссор. Да, много ссор может возникнуть. Мы хотим эти стереотипы, наоборот, убрать. Компания Warner Brothers, да, какие еще там... Вот семейный бизнес. Да, даже, вот, ага. Вот, очень много таких больших, огромных компаний, которые доказывают, что как раз-таки семейные бизнесы, наоборот, хорошо поднимаются. Ростор тоже наши. По статистике у нас в России 30% это семейный бизнес, 30% бизнеса, а в Европе 70%. То есть у них это получается. Да, у них получается. Но у нас, наверное, менталитет немножко другой. Но мы хотим тоже и с сестрой мы открыли, получается, цех. Закупили с оборудованием, заказали в Новосибирске, все как надо сделали, набрали сотрудников, прошли медосмотры, прошли декларирование, сертификацию продукции, все как надо. Да, противопожарные, все это сделали, в Роспотребнадзор в учет стали и начали производить. Но, тем не менее, по аналитике за апрель месяц у нас минус 60 тысяч. Это убыток, да? Убыток. Расходы превышают доходы. Ну, поначалу это может быть, я не исключаю, потому что там закупать там тоже много надо, там, да, и аудитория еще не подготовлена, можно так, это самое главное даже. И мы сейчас параллельно обучаем людей правильно кушать, питаться здоровым, сбалансированным питанием. И май месяц, апрель я сказала, май месяц минус 80, в общем, очень много расходов, возможно, сотрудников много, а выход продукции меньше. В общем, как раз-таки будет нужна консультация по этому вопросу, я к вам потом отдельно тоже запишусь. А давайте вы прямо сейчас сделаем. А давайте прямо сейчас. Это как раз тема. Хорошо, отлично.
Вот смотрите, вот чтобы здесь разобраться, обычно мы как делаем? Сначала изучаем вообще, спрос есть или нет. Ага. Рынок там большой, вдруг у вас это потолок, то есть дальше возможно, потому что слишком... Смотри, наша аудитория, я выделила 3 категории нашей аудитории. Это в первую очередь, конечно, те, кто следят за питанием, хотят сбросить лишнюю массу, хотят похудеть и... Ну, любят. Да. Ну, любят. Хотят быть стройными, да? Фитнес, в общем. Вторая категория людей – это у нас по медицинским показаниям. Это у нас аллергики, диабетики и те, кому запрещены вот, лактоза, глютен и так далее, да, сахар, чтобы не поднимался. И третья аудитория – это они не совсем четкие, но экопотребители. Есть у нас такая Грамотные, отдельная категория. осознанные. Да, осознанные потребители, экопотребители, они тоже являются нашей аудиторией, потому что даже веганы им тоже, они являются нашей аудиторией. Потому что мы даже упаковку крафтовую делаем, да, вот это вот без одноразовости, в общем. Ага, у нас Но я работа как финансист ведется. понимаю, что это дороже обходится в себестоимость. Да, конечно, потому что И цена элементарно дороже, да? мука цельнозерновая намного Намного раз дороже. дороже, чем пшеничная, допустим. Вот смотрите, здесь как можно посчитать цель? Сначала исходит все равно от потребностей, то есть не от целевой аудитории, а сначала потребность. Потребность, наверное, это на какое-то мероприятие, день рождения, да? Да. Вот основная. Или читмилы там. Читмилы. Ага. Вас в основном сейчас покупают на день рождения, наверное, да? Да, на дни рождения и вот на пятницу вечером, там, на читмилы. Я называю это читмилы. Ага. Допустим, день рождения, в основном покупают для взрослых или для детей день рождения? И для взрослых, и для Ну, детей, потому основная что масса. очень, вот с началом пандемии, да, я когда-то читала в интернете статистику, что очень много детей с началом пандемии из-за движения, в общем, да, из-за того, что не двигаются, дети не посещают кружки, да, спортивные, там, танцевальные, очень много детей стали полнеть. Потом я вот на прошлой неделе у меня Лаура ходила в лагерь и отправляли фото-видео отчеты. Все пумпушки, тетикулёварты, моя дочка там, в том числе. Все пумпушки, знакомятся, такие пухляшки сидят. Реально, оказывается, так. Ну или это возраст Лаурины ровесники, может, такие, да. В общем, очень много детей сейчас полнеет. И есть даже движение у нас у Виктории Варламовой-Кантоевой. Дети с избыточным весом, где они борются. У них есть клуб такой. Ага. И вот как раз тоже мне нужно выйти к ней, чтобы научить, не знаю, родителей этих детей готовить вот эти вкусности, чтобы... Ну, несмотря на эти минусы, у меня дико нравится сама идея и сама миссия вот этого проекта. У нас есть вот конкурентную среду, ты тоже, наверное, сейчас бы озвучила, я тебя опережу. У нас есть Лемарка, там владелица Ирина, я с ней знакома. Она вот несколько лет ведет Лемарка. В принципе, она по подготовке рынка тоже работает. И я не скажу, что мы пришли в дикий народ, который вообще не знает ПП-продукцию. Ира ведет, она Нет, активно... мы наслышаны уже. Ага, да, наслышаны, вот, да, мы обыватели. знаем, да. Ага. Люди знают, что есть ПП-десерты, что вот такие вот компании есть. И поэтому в этом плане Лемарка молодцы, что они проводят вот эту работу среди населения. Но видите, опять только по Якутску у нас, да? Было бы классно вообще вот и обучение вести, и в целом там рецепты, да, постить элементарно, да, чтобы и о пользе вот этих составов все прямо расписать, и чтобы люди больше заботились о своем здоровье. И вот эта вот идея мне, Аллах, супер нравится. Моя сестренка, она вот как бы взялась за это, и я бы сама не дошли бы руки, потому что у меня очень много деятельности. А вот видишь, делегировала своей сестре, получается, да, как раз. И сейчас мы здорово врываемся в рынок ПП. Вот смотрите, вот здесь я почему спрашивал, кто покупается. Там все начинается с объема рынка. Вдруг, возможно, объем рынка очень маленький, там невозможно заработать. Вот это обычно Нет, ошибка ну, у большинства нас была стартапов. может поменяться. Если вот смотри, объем рынка, там, допустим, если у меня детский центр, то я вообще должна считать детей, да? А видишь, тут объем рынка меняется, потому что Лина даже может поменять Свои привычки, да, пищевые привычки может поменять и перейти на ПП. И также мы должны стараться всех
поменять привычки. Вот, давайте сейчас мы посчитаем быстро. Вот, Упрощенно. несколько направлений, здесь можно вот так посчитать. Допустим, школьников, детей у нас в Якутске где-то 45 тысяч. А в основном заказывают торты для всех возрастов или для начальных классов? Для начальных классов. Да, для начальных в Сейчас для основном, начальных. потому что, ага. То есть, условно, там, наверное, даже с дошкольного возраста где-то с 3 лет до 10, до 1 15. треть 45 тысяч, 15 тысяч. Где-то 15 тысяч. 15 тысяч это в год дней рождений, в месяц, ну, грубо, 1 тысяча дней рождений. Это столько они могут заказывать торты. Но кто-то заказывает торты, а кто-то Да, не заказывает. кто-то печет сам. Например, да? И, допустим, из них где-то 600 человек заказывают, допустим. И считается, что оттуда реально захватить 30%. То есть это все равно есть конкуренция, и отсюда 30% это 20. примерно... сколько 200. 200. 200. Но если это все торты вместе взятые, вот из этих 600 примерно сколько хотели бы или могли бы заказать эко-торты? А 200, вот это 30. И 600 Вот из 30%. 600, 600 30% хотели, это 200. то есть 200 могли бы заказать Да. эко-торты. Вот, допустим, они могли бы и хотели бы, да, но все равно это в целом рынок, и, возможно, кто-то печет сам, Да-да-да. кто-то у Лемарка и так далее. Да, вот. Кто-то И отсюда еще- считается 30% тоже целые. Тогда А 200 30%. 30% это 60 ага, тортов. 70 где-то. Если конкретно для детей. Средний чек у вас на торт сколько? Средняя цена? 2000. 2000. То есть там можно рассчитывать на объем дохода, выручки 180 тысяч, да? 180 тысяч с детей. А вот это Это вот, только в это одном. заказные торты. Ага, заказные У торты. нас есть еще, которые на свободной продаже, ассорти, там, да, и мы поставляем еще рестораны. Вот, допустим, одно направление дети, потом ресторан. и так Да-да-да, всё вот можно так посчитать. надо это посчитать. Так можно посчитать. Матрицу прям составить можно. Да. Если, допустим, 5 направлений, не только детские, то, наверное, 180 умножаем на 5. И сколько? Ну, почти 1 миллион можно зарабатывать. условно. У вас пока надо считать. меньше миллиона, наверное, да? Я вот, мне отправляют, но точно не хочу соврать, там доходы, расходы пишут и минусуют. Потом Мария смотрит только на разницу пока. Пока на разницу смотрю. Ну, как бы на кредитные средства не открывали, как раз по консультации Лины как раз таки, и доход от кондитерской шло к развитию кондитерской. И, в общем, кондитерская родила Новую кондитерскую. новую кондитерскую, получается. Поэтому здесь Слава богу, хотя бы такой... оптимально использованы Да, хотя бы средства. нагрузки такой нету долговой. Это тоже хорошо. Да. Ага. Вот. Но теперь, получается, надо расписать направление Да. прямо по группам и определить, сколько денег в каждой группе, и потом на это рассчитывать. Но Вы потом- делали как? Мы вот по свободным продажам, девочки, сделали план на неделю, и получается из недели в месяц получается план, да? И в какой день, сколько ассорти выходит, сколько сытных ассорти выходит, сколько там меренговых рулетов, кексов, ПП, куда выходят. И, в принципе, они все производят, девочки, по плану. Если придерживаться этого плана, мы должны плюс выйти, и плюс они должны в минус уйти вот этими свободной продажей, да, а вот эти заказные должны нам уже прибыль чистую принести. Да. Мгм. Правильно, цена. Ага, и мы сейчас как раз популяризируем заказные торты, а не просто там свободной продажи взяли, купили, а именно чтобы заранее заказывали, и мы бы могли оформить не хуже заказных тортиков там свадебных или этих. Вот. Скажите, а И вот параллельно ведется еще обучение команды. Камила одна, сейчас собирается уехать, и других сотрудников тоже. получается, вот смотрите, вот я, например, принадлежу к людям, которые ну, сильно заняты. На самом деле я Да, всю жизнь... хочешь да, готовить, но- Но мне некогда, да? Да. И поэтому, например, я вначале смотрю, получаю, например, рецепты и думаю, ой, так просто, хорошо. Да, И классно. думаешь, ну да, классно сделать бы, но мне некогда. Но если они пишут про эти рецепты, давай-ка я лучше у них и закажу. У меня есть доверие к тому, Да. что внутри этой продукции. Мгм.
Да, сестра параллельно ведет марафоны. Но если кто-то сидит дома, то тогда он по этим рецептам начинает готовить, и он хочет еще обучаться. То есть получается таким образом еще и инфобизнес очень хорошо подтягивается под это производство. Да. Инфобизнес у нее вот по ПП тортам именно принадлежит сестре. Она проводит марафоны, Но его можно курсы. еще лучше Ага. усилить, Да. и усилить. Там потенциал есть, потому что мы же... Границ, мы- ты же не щас- только якутским, да, ты же сейчас якутском подсказал, что вот ограничиваем. из 600, да, там какая-то часть, получается, сами И готовят. вот эту долю можно увеличить. Да, и вот эту долю за счет инфобизнеса охватить. Да. А тут из тех, которые заказывают, вот нас просто рекламой можно захватить. Но я вот сижу, пока сидела, Марию слушала, еще подумала, И ты же вот считал учеников, учащихся Якутска, а если инфобизнес, то это уже за пределы Якутска идет. да, там уже, поэтому тоже просчитывать нужно и то, и другое. Ну, я просто про себя подумала, как сделать широкую узнаваемость, потому что Но мы сейчас дали рекламу в этом кинотеатре Центральном. И заказы увеличились, скажу вам. Ну, пошли заказы, имею в виду. а тогда Синема, Да, вот Демиян, Да, Азия. ролик сняли у Лишеева Дмитрия. Хороший такой ролик. Я, правда, еще сама не постила у себя в Инстаграме. Но у меня-то аудитория больше, чем у Центрального, скажу вам. У них там месяц 400 тысяч просмотров, а у нас месяц 22 миллиона просмотров Хорошо. по статистике. Да, это тоже Поэтому... интересно. Вопрос у меня, Джоустам. А скажи, пожалуйста, каково поведение, вот как маркетолог мне скажи, будет человек, вот просто, например, если мне нравится блогер Мария, я время от времени ее смотрю, слушаю, например, да, ага, и мне интересно о чем, ну, как она вообще живет, скорее всего, мне интересно, да, вот. Как дозировать? Да. А потом, значит, с другой стороны, например, я хожу в кино, и когда вхожу в кино, у меня невольно, значит, это что-то купить с собой и что-то съесть с собой в кинотеатре. В каком месте, вот, как нужно подать рекламу для того, чтобы я купила, заказала торт? Вот скажи, пожалуйста, или там... Это именно в кинотеатре? Да, не, смотри, то есть я пытаюсь сказать, что каково поведение, то есть когда я просто наблюдаю за человеком, да, или когда я просто хожу в кино, может, не наблюдая за Марией, но просто хожу в кино, и там могу, активнее буду покупать. Вот в каком случае человек побуждается купить, заказать В кинотеатре. в кинотеатре? Ага. Однозначно. А вы сейчас продаете через кинотеатр или у вас просто реклама? На улице просто реклама, просто на реклама. экране. А как можно было бы сделать? Ну-ка, давай придумаем. Как можно было Ну, бы... здесь импульсивная покупка, то есть у вас же, если заказывают на дни рождения, они заранее планируют и так далее, и просто думают, где лучше заказать, и у вас больше узнаваемости, допустим, ваши подписчики, например, да, столярщик. Поэтому там доверие и заказывать. А если человек заказывает конкретно на месте, вот пришел в кино, купил чипсы, либо вместо чипсов я куплю, например, десерт и там поем, например. Да, то есть это импульсивное. Поэтому там больше визуал конкретно прямо сейчас что-то сделать. То есть это, как называется, выставка красивая, там оформление, свет, то есть чтобы было это вкусно, смачно видно. Прямо сейчас. И там же, возможно, чтобы было еще больше доверия, например, ваш ростовой макет, например, вы стоите и вот так подаете. Ну, мне кажется, вот так. То есть именно там прямо сейчас что-то. Ага, там импульсивная покупка, кстати говоря, вот это хороший момент. Импульсивная. Как точку продаж имеете в виду там поставить, допустим, даже, да? А вот Это тоже еще один момент. А вот точка продаж или как? Вот вопрос. Ну, если в кино человек идет, он не будет покупать. Он весь заранее не покупает, он получается нарезанный возьмет. Да, конечно, Да, кусочки. нарезанный, но он получается, должна быть какая-то упаковка, чтобы не рассыпать. То есть она то есть Есть упаковки. такая есть упаковка. Но с другой стороны, в кино все равно будет это меньше покупать, потому что они же хотят с собой Попкорн. именно внутри кинотеатра покушать. Мгм. И там то десерта не будет. Ну, нет, но зато свободная продажа может быть. У них же есть есть Ну, о производственная точках мощь. продаж, мне кажется, наверное, можно вечно говорить, да? Все точки разобрать в городе. И начиная от торговых центров до кинотеатров и общественных мест других. Но тогда нужно все-таки именно, поскольку за этим стоит ваше имя, личный ваш бренд, это должно быть вот так вот. Вот типа, да? Ну, вот. когда слишком меня много, тоже Это тоже будет? отталкивание пойдет. Да? Я вот хочу дозировать именно, дозировать, потому что
пригласили меня на конкурс в магазине, да, курток. Мы там фотографировались, и там прямо такой был комментарий. Я ничего не имею против Столярчик Марии, она обаятельная, она деятельная, но ее слишком много. Везде, куда ни глянь, Столярчик Мария, допустим. И я тогда поняла, что действительно не надо везде там лазить. Вот я. Лучше работать на уже качество. Да, вот не количество, а свои продукты, в общем, только. Ну да. Я же там была в качестве гостя в магазине. Да. Это не мой продукт. Да. Но лучше, тут свои продукты. лучше двигать активнее свои продукты. Но вот если вы конкретно свои продукты двигаете, там это должно быть вот, что это именно ваша тема. Да, все равно, если кто такая столярчик, все равно первый ответ будет тортомастерица. Не как блогер, не как бизнесмен, не как мама, там, просто тортомастер скажет. Вот так вот. Интересно было бы сделать опрос, да? Кстати говоря, вот это хорошо. То есть слово ассоциация с Марией, да? с Марией Столярчик. Но можно это делать не на своей странице, Да, на другой. именно на чужих страницах. Онлайн-продюсер задание веры. Да. Это же интересно. Условно, одно слово ассоциация, да? Мария, поздравляем с днем блогера. Сегодня. Сегодня у нас, когда идет запись, 14 июня. Поздравляю. Спасибо. Расскажите вот путь вот от блогерства, Как сказать, уйдя в декрет от основной работы преподавателя в СВФУ, уйдя в декрет, я вот начала заниматься, думать над заработком, да. И сначала я делала, знаете что? Шила буковки мягкие. Шила руками. Получается. Только что рассказывала, что не люблю вот эту мелкую моторику. Да? Шила букву Лаура сама руками. А потом поступили заказы, я купила швейную машинку. И была большая радость, когда я окупила эту швейную машинку заказами. И потом уже шила. И вот эта сама в целом деятельность, она была такая, тренд как бы, тренд, и этот тренд ушел. И буквы стали неактуальны. И тогда я перешла вот к тортикам. На день рождения дочери испекла первый торт, большой, да, торт получается. И потом у нее как раз день рождения в декабре. И похвасталась в Инстаграме на свои 500 человек аудиторию, да. И поступили заказы на Новый год. 4 тортика на Новый год я делала. Один из них брат родной заказал, он заплатил. Замотивировал. Молодец. Я вот сейчас понимаю, как это важно, да? Это очень важно. Да. Когда первые шаги идут. Поддержал, замотивировал. А не так, чтобы мне по блату спеки, да? Да, обычно как бывает. И получается, уже с января Нового года, да, с Нового года, уже начала печь, там, делать кенди-бары, десерты, капкейки, кейпопсы делать. И с каждым разом улучшалось мастерство, и изделия тоже обретали более аккуратный вид, получается. Я люблю само слово обучение, и вообще обучаться люблю. И в то время я очень много обучалась. И по Ютубу, и курсов тогда не было. Мастер-классы у девчонок наших местных брала, который уже был с опытом. И методом проб и ошибок буквально очень росла, шаг за шагом росла. И ко мне стали подписываться молодые мамочки, сладкоежки, кто вообще интересовался моим хобби. В Инстаграме хобби. пошла активная деятельность. Да. Я там не скажу, чтобы прямо вот рецептами делилась, там лайфхаками делилась или делала обзоры, да, такого не было. Я в основном делилась результатами своих работ. Вот такой тортик заказали на 3 года. У меня там подпись к тому времени тогда вообще была минимальная. Это вот сейчас мы целые эпопеи, да, оды сочиняем там, по какому-либо поводу. А тогда у нас был такой прямо тортик Мини-Маус на 3-летие Милены. Все. И там люди вот восхищались, какой красивый тортик, там типа такого, да. И вот с каждым разом вот месяц по 1000 там людей прибавлялось и прибавлялось. Просто Те, такой, кто, возможно, смотри, потенциальные клиенты. Это такой органический рост был, да? Да, Просто очень органический рост. Спрос пошел прям. Да, рост пошел. И вообще
Тема кондитерства, там чуть ли не... Вот вообще тема декрета, кондитерства и дополнительной деятельности во время декрета тогда была очень актуальна. Буквально каждая мама, которая шла в декрет, обязательно должна была как будто чем-либо заниматься. Ага, иметь там хендмейд, там были очень много хендмейдеров, шариками занимались, шили и так далее, да, в общем, раскрывали свои таланты мамочки. Ну и сейчас тоже не прекращается такая деятельность. И у нас создалось сообщество мам-бизнесменов, ну, бизнесмен громко сказано, бизнес-мамы мы называли все равно. И вот это сообщество мне дало огромную поддержку и толчок, и с тех пор мы начали развиваться все вместе, параллельно, создавали конкурсы, сами же спонсировали, сами же на основании этого конкурса рекламировались. А сколько было в этом сообществе людей, вот, бизнес-мам? Где-то человек больше 10. Угу. Там и тортики были, там и вот альбомчики, хендмейд были, там и шкатулки вот эти, и швеи тоже были, девчонки все. И сейчас у многих из них есть собственные такие творческие студии, крафт-студия Нюра, например. Ага. Вот она тоже, вместе все начинали. Вот. И с каждым разом росло число подписчиков, потом я стала кушать Джон, кушать. Потом я стала рассказывать на мамские темы про воспитание детей. Тогда очень вошло в моду, допустим, давать свободу выбора детям, да, не так, чтобы по указу мамы жили. И вот эту тему мы популяризировали. И Лаура у меня была умничкой, самый такой идеальным ребенком, да, вообще как будто по канонам Аллах, по правилам воспитанным. Это мои второй, третий ребенок. А Лаура, она прямо очень такая умничка была. И в 4 года она одна была, и единственный ребенок, поэтому мы ее прямо носили, получается. И мамский блог у меня перерос в мамский блог. И число подписчиков все росло, и потом уже компании, которым я сама пользовалась, делала отзывы на те или иные продукты, и до сих пор эти отзывы делаю. Потом уже рекламная деятельность возросла, и по чуть-чуть, я вот до недавнего до недавнего времени я пренебрегала словом блогер, тоже не считала себя, я просто как бы активная мама, там, не знаю, просто личная жизнь. У меня лайфстайл в блоге. Там нет определенной темы, которую я топлю, да, у меня лайфстайл, где рассказываю о своих продуктах, о своей жизни, о своей деятельности вообще. Как бы это начинается утром, днем? Да, вечером, вот так, ага, в сторис, вот этот формат, когда только вошел в Инстаграм, было очень классно. Я любила, я не стеснялась ни камеры к тому времени, например, другие блогеры, девчонки, они первые сторис снимаем, волнительно так было, допустим, они не привыкшие к сцене, там, люди, а я наоборот, сразу так, любила вот этот и снимать, и этот, каждый ход свой, как говорится, да, я зашла в машину, я закрываю дверь, да, типа такого. Это сейчас я отсеиваю нужная, ненужная информация вообще людям. Нужна эта информация людям или нет? Но все равно у меня сторис, очень много сторисов. Так, прямо. Вот. И сегодня с утра вот поздравили подписчики с Днем блогера. Я впервые узнала, что есть такой праздник. Кажется, с 2004 года, я потом прогуглила. С 2004 года. Ну, у нас вообще в целом, видимо, блогерство не так уж развито, поэтому мы не знаем о таком празднике. Ну, конечно. Знаем. Вот, ну, вообще Инстаграм и блогерство – это огромные возможности, я скажу. Это очень хороший источник дохода. Это хорошая рекламная площадка для своих продуктов. И в плане коммуникации это вообще самая хорошая такая оптимальная среда. Я очень хорошую обратную связь даю. У меня есть постоянные мои подписчики, которые прямо спокон тех времен, с тех времен, которые знают меня и вместе со мной росли. И я сейчас хочу... Ну, это такой прямо живой сериал получается. Да, вот так. Сериал жизни. Да. Я когда родила сына, такой ажиотаж был. Я же на первое место по рейтингу вышла, на первое место. Мы скрыли пол ребенка, чтобы была сюрпризность. Ну, конечно, наверное, многие догадывались.
не секрет. Но когда Столярчик не просто родила, да, а мальчика родила после 2 детей, типа, и очень много поздравлений, потока было, и прямо рейтинг и охваты возросли до... Я с тех пор шучу, чтобы поднять охваты, нужно родить тебя. Вот такая Нет, и шутка причем у меня. мальчика родить надо. Шутка, нет, вообще надо родить. И реально, среди блогеров, кто беременеет, у них действительно и охваты возвышаются. Потому что это сразу... Да, потому что это тепло, Тепло, это да. отношения, это вот действительно момент, который приковывает внимание. Особенно если там после 35 беременеют, тогда вообще хорошо следят. А сколько лет ему блогу? С 14-го года, я бы так сказала. 14-го года. Ну, это сколько? 8 лет, ага. Ну, и у меня, я никогда не брала там рекламу у блогеров больших, да, допустим, по продвижению своего блога. По продвижению инфопродуктов брала, и тортиков брала, а с продвижением своего блога не брала. В гивах сама не участвовала, сама провожу гивы. Ага, и каких-то не покупала нигде ни подписчиков, поэтому у меня рост подписчиков всегда Это абсолютно... такой органичный, комфортный рост. Не на хайпе на каком-то, допустим, а чисто такой органический рост. Именно потому что получается то, как вы живете, людям нравится. Да, ага. Это их сразу привлекает. И меня тоже в том числе воспитывает. Допустим, я иногда думаю, там, допустим, какой-либо ситуации, да, как бы я сама поступила, а как бы вот мой образ в блоге, допустим, да, поступил. Я не скажу, что мы сильно отличаемся с образом в блоге. Я там полностью открыта, как есть, так и показываюсь. Я там не лукавлю, там, я в жизни не матерюсь, и там тоже не матерюсь, считай. А не так, чтобы в блоге не матерюсь, а в жизни там матершинница, да? Такого нет. Я не пью в жизни, и в блоге тоже поддерживаю ЗОЖ. Ага, топлю за ЗОЖ. Вот так вот. Ну, это классно. И А люди когда чувствуют ругаю, искренность. если детей в жизни, и в блоге тоже ругаю детей. Это Это тоже видно. диссонанс создает, но все равно люди принимают зато тебя естественной. Да-да-да. Вот это очень важно, не казаться, а быть сразу. Это точно. Да. Это очень важно. В Ну, вот этом эта плане. искренность и непосредственность, она как раз привлекает. Да, Потому что да. все равно... Вот, если бы я не была искренней, я бы скрыла там то, что мы в минусе в экоторте, да? Да, ага. Я думаю, наоборот, нужно людям видеть, как люди из минуса, допустим, выходят. Вот смотрите, вот вы создали производство, решились поддержать сестру, как бы инвестировали, ну, или она, или вы в ее обучение, и вот теперь 2 месяца минуса. Вот самое интересное же тут, а дальше что делает предприниматель, что он делает, когда у него минус? Как у Идет него- фокус про... Да, За как у консультацией. него начинаются мозги шевелиться, что он думает, что делать? Ну, если честно, еще тут много нюансов. У нас еще дополнительные направления были: сладкие десерты, коробки, боксы, сладкие боксы. Вот это все мы убрали, чтобы людей не путать. У нас был случай, когда ребенку с аллергией дали сладкий бокс на сахаре и на муке, допустим. И чтобы люди не путались, потому что у нас под одной страницей, под одним цехом производились и сладкие боксы, да, и ПП-торты. И на странице это афишировалось тоже вперемешку. И, получается, родительница, думав, что это ПП-десерт, дала на поедание своему ребенку. И вот этот случай стал прямо таким этим... Отправной точкой Да, для того, отправной чтобы точкой, принять. чтобы определиться. И мы убрали полностью эти сладкие боксы и чисто развиваемся по ПП направлению. И по ПП направлению у нас там 2 сотрудников было. Вот этих 2 сотрудников, которые на сладких боксах, их одна ушла сама, и одну перевели сюда. И получается сейчас, и оптимизация штатов тоже параллельно произошло, это тоже минус 1 зарплата тоже получается, расходов меньше будет. Вот. И поэтому мы сейчас чисто по ПП-линии развиваемся. Вот это уже нормально. Еще там у нас есть фруктовые корзины, только сейчас начинаем. Ко мне подошел парень, он сам чемпион вот этих карвинговых конкурсов по карвингу.
А что это такое Республиканский карвинг? карвинг — это когда из арбуза такую красоту вырезают, из яблока цветы вырезают, видишь? И она относится к нашей теме. Ага. Да, кстати, да. Это же Это тоже тоже ПП десерт. Да, десерт. И получается, мы предлагаем еще фруктовые букеты. Мгм. Вот такие. Это классный презент, вообще и сюрпризность, и вот этот. Да, 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 да. Если обычный букет, он просто радость, да, а там уже восторг. Ага, ну да, еще можно и это съесть. Да, Его это еще можно еще замечательно. съесть. Ага. Цветы увяли, а фруктовую корзину можно съесть. Вот это тоже мы сейчас внедряем, потому что парень подошел, изъявил желание, решила поддержать. Классно же. Ну, он мастер получается. Да, он мастер, ага, он мастер, а мы ему даем площадку и продвижение. Супер. Доход делим пополам. Ну да. Классно. Хорошо. Получается, команду набрали таких, которые просто желали. Да? Вот как раз таки по команде, да. Вся моя команда, и онлайн-продюсер, и няня, они все непрофессионалы. Вот я задумалась тогда. Это не из-за того, что у меня неприязнь к профессионалам, да, наоборот, это хорошо было бы. А когда люди только начинают, у них амбиции, у них этот огонь в глазах. Ну да. Они хотят расти, они отдаются полностью своей деятельности. Согласитесь, когда хочется работать, когда хочется обучаться, прямо засыпаешь и просыпаешься идеей. Да, с этой идеей. Ага, тогда уже классно идет работа. И быстро человек учится. А профессионалы тоже хорошо в этом, ну и они быстро учатся, ага. И, кстати, вот у меня есть сотрудница, она работала на кондитерке, да, ее сейчас очень сложно переобучать на ПП, которые с нуля. Пусть лучше чистый лист обучать на ПП хорошо, чем человек, который 6 лет проработал в другой кондитерке, и переобучать, оказывается. Потому что у нее как бы рука уже идет уже по тем методам и технологиям, а новым Ну, это перестроиться. уже как бы это самое, Да. рельсы проложены, скажем Да, так. да. Старый. И управляющая у меня, Дняша тоже, она никогда не работала управляющей, но я вижу, что у нее есть вот этот задаток людьми управлять и брать на контроле все процессы. Как нашли? А онлайн-продюсер... Дуняша, она сама была кондитером в декрете. Я к ней вышла с предложением вместе работать. И мы как раз с ней вместе открыли вот кондитерскую. Но не в партнерстве, а как она сотрудник, как помощница моя. И вот она, получается, пришла ко мне как помощник, и сейчас выросла как до управляющего. Очень хорошо. Да, и давать людям вот эти возможности расти тоже огромное счастье. Да, ну смотрите, вот когда ты партнер, то ты несешь на себе риски. Да. А когда ты топ-сотрудник, да, ты как бы набираешься опыта за чужой счет. Согласна же? Да, действительно. И сейчас этот онлайн-продюсер мой по инфобизнесу тоже сама меня нашла. Я называю ее человеком, отправленным космосом. Я как раз-таки загадала, кто бы мне мог помочь записать курсы мои онлайн. И тут она мне пишет. Я обучаюсь онлайн-продюсерству, мне нужен эксперт. Я бы хотела там, допустим, поработать с вами. Я говорю, давай, и мы взяли и поработали. Няня моя, племянница моя, 17 лет, она после 9-го поступает, сейчас этим летом поступает. И чтобы время просто так, это вот она работает у меня. Своего племянника смотрит, двоюродного братика. Хорошо. Это же очень хорошо. И она начинает понимать, что такое, что да, вот вообще. деньги. Да, и вот это деньги, и вообще вот отношения с родственниками Бирбарта улучшаются. У нас в семье, допустим, принято слушать старших, и она, как будучи моей племянницей, слушается меня и помогает мне. Вот Джилустан вырос в семье предпринимателей, прям сразу же. То есть первый магазин появился, когда, именно магазин, когда я 7 класс был. Да, когда Вот, и потом получается, вот когда Джилустан рассказывает на презентации, он говорит, у меня просто других мыслей не было, я сразу пошел в бизнес. Вот, вопрос, как будете готовить детей?
А, Чему будете готовить детей своих? я уже как будучи предприниматель, да? Да, да. Сейчас я вот финансовой грамотности, главное, надо обучить. И я очень хочу, чтобы у них был капитал уже к времени, когда они уже захотят открыть свое дело, а не так, чтобы брали кредит или продавали там старую мамину квартиру, там, такого, чтобы не было, чтобы у них был капитал. Над этим мы работаем, инвестируем и в их будущее. И сейчас мы учим финансовой грамотности, но моей старшей дочке только 7 лет. И сейчас первые задатки только идут. Я сегодня ей, отвозя ее в лагерь, предложила дать ей деньги, чтобы она купила себе там печенье или что-нибудь. Она отказалась. Она не нуждается в деньгах, или, в общем, у нее нету такого, чтобы выманить у родителей деньги на что-то. Нету такого. Она попросит лучше печеньку. А откуда эта печенка идет, она еще не знает. Ей подарили на день рождения 5000-ную купюру, дядя. Она там же оставила, в этом в игровом центре. Нет у нее еще понятия. И даже после того, как я подобрала за эти 5000, чтобы не оставить в игровом центре, она даже не спрашивала, а где мои 5000, никогда, на что бы потратить, там, не было у нее такого. Поэтому я посчитала, что она еще не созрела, не готова к этому, чтобы обучать ее, откуда идут деньги, куда она идут. Подрасти, должна чуть-чуть подрасти. Но она понимает, что мама, папа работают. С малых времен, с малых лет мы говорили, что... Ну, будем наблюдать, Ваши как игрушки. растет Лаура и как она обучается потихоньку. Да, но я хочу, чтобы у них главное, когда они уже повзрослеют, захотят открыть свое дело, чтобы у них был какой-то капитал. По этому поводу как раз вот в прямом эфире на странице Focus Pro у нас сохранен эфир, можете посмотреть про мои инвестиции. В Европе вообще, как бы вот там, где как-то раньше было принято называть капиталистических странах, да, в странах развитого капитализма, с 21 года в основном вручает, в смысле, как бы считается, что человек уже может самостоятельно что-то делать. А до 21 года, ну, например, в Америке даже алкоголь нельзя пить в общественных местах. И, то есть, получается, и он считается еще не зрелым для таких ответственных решений. А Но вы я во сколько считаю, лет? что лучшее воспитание в детях какого-либо аспекта – это примером быть. Поддержание ЗОЖ, самим поддерживать ЗОЖ. Там, допустим, чтобы они не курили, самим не курить. Просто быть примером для них. Если мы, допустим, ведем какой-то бизнес, куда они денутся? Тоже пойдут в бизнес. Как и Джолустан. Ну, я помню, что... Ну, Лаура, допустим, сейчас я спрашиваю, кем ты хочешь сказать. Она говорит, либо художницей, либо балериной. Она такая ну да, девочка-девочка. Ага. И я не уничтожаю. Это я не говорю, что это там малозарабатываемые профессии, допустим, или наоборот. Даже из этих профессий она может вырасти. Я хочу, чтобы они жили в веке свободы, независимо, чтобы у них не было потребности достигать что-то. Ну, вообще достигаторство. Вот я, допустим, человек-достигатор. Мне нужно быть самореализованной и постоянно чего-то достигать, вот эти галочки ставить, галочка за галочкой, да. А я хочу, чтобы они были более свободные в этом плане. Не было бы у них потребностей прокормить себя, чтобы у них все было органично. А не так, чтобы сквозь мороки и пот, и седьмой пот, и мучения прошли, как их родители, которые не знают, допустим, элементарные термины. Тут я не могу согласиться, простите, с опытом мамы, да, все-таки у меня 3 взрослых детей, а я еще и 2 еще воспитывала. Я точно могу сказать, что если ребенок не научится желать чего-то и достигать, это ему аукнется во взрослой жизни. Да. Да. Просто, знаете, чем оно? Нет, главное, чтобы она знала свои истинные желания. Вот она не хочет на велосипеде кататься, а я ее заставляю, видишь, и я сама с собой борюсь. Если ребенку это не надо, зачем я заставляю? А потом на следующий день, хочешь на велике научиться кататься? Давай пойдем, и у меня сейчас время, типа, я ее катаю на велике.
И она вот сейчас научилась кататься на велике, сейчас уже просит сама девику. И вот здесь у меня спор. А внутренний спор? Да, внутренний спор. Вот если давать свободу ребенку, да, как об этом диктуют современные популистические психологи, да, популярная психология, то ребенок бы просто залежал в планшете с чипсами, допустим. Да? Конечно. Да. Вот смотрите, а вас как воспитали в вашей семье? Трудовое воспитание. Хорошо, Джулустам, скажи, пожалуйста, мог бы ты спокойно валяться, не знаю, с планшетом, если бы твой такого папа не было. одновременно тут что-то делал, а? Тоже Нет. у нас трудовое воспитание было. Да, трудовое воспитание Да. – это основа дисциплины. Ну вот я читаю Лобковского, он говорит, не надо учить великого ребенка, который не хочет кататься на велике. Если захочет, сам научится, говорит Лобковский. А что вы отвечаете? Любое мнение, нужно, смотрите, любое мнение – это мнение Да, всего да, лишь это одного его, да, человека. человека, Да. ага. И надо сказать, а мое мнение какое, и сравнить его, и выбрать то, что… Но видишь, он это отождествляет счастливым человеком. Счастливый человек – это тот, который делает, что он хочет. А если ребенку дать вот эту свободу, чего хочешь, делай то самое, да? Он просто возьмет планшет и посмотрит. Да, да, и будет лежать, да. Все равно его надо вести, направлять. Ну, конечно. Ну, не заставлять, да, свои желания исполнять, а направлять, наверное. Я говорю ей, дочери, что в Ютубе есть всякий контент, какой угодно контент, от белого до черного, от малого до великого, от животных до там, секса, не знаю, да. И только ты, говорю, сама ну, у тебя есть выбор, что смотреть. И ты сама должна себе понять, что тебе надо, чем ты будешь пропитывать свой мозг. Это, Ну, это Я чересчур вы взрослую задачу ставите. Нет, чтобы она всяких, вот, допустим, есть А4, всякие блогеры детские, она их смотрит просто, и потом через 5 минут спросишь, что он делал, она ничего не сможет сказать. Потому что это не запоминается, а я хочу, чтобы она более полезный контент смотрела. Она смотрит полезный контент, она смотрит рецепты, она смотрит вот эти рукодельнические, как, допустим, делать для Барби шубку девику. Но смотрите, смотреть – это не значит делать. Ага, смотреть не значит делать. Как мы уже говорим, обучение на самом деле ноль. Практика – это все король. Практика – это король. Поэтому понятно, что все родители хотят, чтобы дети были счастливы, успешные. Нету никакого родителя, который бы говорил, пускай он будет несчастным лодырем. Я думаю, нет таких людей, да? Но разве нету несчастных лодырей? Есть такие же. Ну, да. Да, поэтому от наших желаний, конечно, наши желания что-то имеют, какую-то основу под собой, да, но… Ну, я точно ее не буду там уговаривать, чтобы она поступила на кого-то. Ну это другой вопрос. Потому что это высокооплачиваемая профессия, там, допустим, да. Конечно. Мне нужно уяснить для себя, прочувствовать, в чем она сильна, где ее талант лежит. Ну, она для этого должна попробовать все Да, и мы пошибаться. пробуем, И пошибаться. Мы и танцы пробовали, допустим, и по всяким кружкам ходили. Сейчас она хочет рисовать. Запишемся на кружок. 3D-моделирование на кружок записались. Сейчас, сегодня у нас... Я очень сама люблю читать биографии великих людей. Сама люблю. И не помню, правда, про кого это было, да, великий музыкант. У него была очень суровая мама. Ну, суровое детство, суровые времена, суровая мама. И она все время говорила, ты должен стать великим музыкантом. И она его не пускала на улицу. Он все время сидел и разучивал эти гаммы, непрерывно играл. Он хотел, потому что если бы она ориентировалась на то, чтобы он хочет, он хотел играть в футбол. Она его заставляла. И он стал великим музыкантом? Стал великим. Я читаю биографию великих людей. Ну да. Да. И получается все равно... Да, ограничения, они все равно нужны. Ну, Лобковский так и говорит, ограничения что нужны. ограничить от сети надо, иначе психиатрия приветен. Так, Мария, у меня сейчас такой вопрос. Ну, я, как финансист, старый финансист, люблю все равно копаться именно в финансах, да? Вот. Вот сейчас сколько сотрудников?
У меня 11 сотрудников. 11 сотрудников. Это нормальная компания получается. Уже 11 сотрудников. В 2 цехах. Да, еще 2 цеха получается. В одном 4, в другом 7. Ага, хорошо. Если там работают люди, а не автоматы, то всегда возникают какие-то проблемы. Именно кто-то что-то мог забыть, Да. кто-то кому-то не передал. Да? Вот как у вас настроены именно бизнес-процессы в компании? Ну, у нас продукт торт, да, заказ. Заказ поступает администратору, принимает администратор заказ, передает этот заказ кондитерам, пекарям. Пекарь выпекает бисквит, ставит на пропитку, и потом переходит этот торт к этим декораторам. Декораторы оформили красивенько, да, и передают администратору. И администратор, который принял заказ, отдает заказчику торт. Вот получается один торт по 4 инстанциям прошелся. Ага. И управляющая, соответственно, контролирует все эти процессы. А может быть такое, что заказчик поговорил с администратором? А я расскажу еще, как Да. было до. Ага, хорошо. Я же сама начинала, Ага. помните, да? Я по ночам пекла, днем спала, можно так сказать. Записывала заказ сама. Ездила в оптовку за мукой сама. Сама. Ага. Открывала эту муку, замешивала сама. Украшала, пропитывала сама. Заказчику с улыбкой отдавала сама. Одна была. И такое продолжалось 3 года. Ну, 1,5 года, а потом ко мне приходит моя Настя, которая предлагает вместе работать. И мы с ней вместе начинаем работать, но я продолжаю также принимать заказ. Да, Сама. и А вместе. Настя что делала тогда? Настя в основном выполняла работу вот, по тортам. Выпекала, замешивала, ставила. А я вот параллельно открываю заказ, там читаю, какой должен быть торт, и тоже выполняю. Вместе делаем, в общем. Потом мы открываем кондитерскую, и там уже у нас распределяются роли. Кто-то конкретно только выпекает, а кто-то только украшает. Вот так вот разделение уже стало легче. А когда мы администратора приняли на работу, это было вообще хорошо. А потом уже по заявкам, по спросу, да, один пекарь не успевал, мы к нему 2 пекаря. Потом декоратор один, что дают 2 пекаря, не успевал декорировать, мы ей 2 декоратора. Смотрите, и таким образом росла команда. То есть вы опять органически выросли, Да, органически. но на спросе. То есть к вам уже был создан поток спроса. поток. Вы не думали о том, как привлечь. Ага. Вы именно просто было заявок всегда много, и вы просто думали, как просто удовлетворить, мощность, увеличить мощность. Вот. Это вот так, И в связи с ростом команды вопросов стало больше по трудоустройству, про отчетности, по налогообложению. И очень много стало вопросов, и там уже нужен был еще 5-й сегмент, бухгалтер отдельно, да. Но благо у меня племянница юрист, и она мне сделала трудовые договора, и отдельно юриста мне не приходилось нанимать в кондитерскую. И получается, вот бухгалтер все равно есть, но он, видишь, приходящий. Потом я купила сервис Контур-Эльба, там тоже нужно разбираться, а когда занятость превышена и никому не сделегируешь, администратору не сделегируешь, бухгалтерию, управляющему не сделегируешь, поэтому только бухгалтер все равно нужен. И я вот приходящего бухгалтера уже взяла, получается. Кстати, мы ее на корпоратив никогда не зовем. Бедненькая. Так интересно, да? Ну, оказывается, Оля, прости нас. Новый год будешь справлять с нами. Но это тоже часть команды получается. Да, часть команды же, потому что она и отчеты отдает, и мне формирует платежки, чтобы я налоги платила и страховые взносы за сотрудников. Да, потому что это вопросы безопасности бизнеса. Да, И все равно нужны консультации всегда, да. Все равно финансовые вопросы возникают. Даже элементарно, начиная от себестоимости торта, заканчивая вообще маржинальностью. Да, хорошо. И хозтовары и так далее. В общем, все равно нужно упорядочить все каждый раз.
Но я понимаю, почему все секрет Когда вашего... онлайн-касса еще появилась, А, тоже ага. это дополнительный расход. Когда Это- до этого мы же работали, получается, как сказать, скрытно, серо, за тенью, не знаю, в общем, как-то так, ага. А сейчас мы хотим, чтобы все у нас было хорошо, прозрачно, декларации, сертификация Здорово. продуктов. Здорово. Я отличница, Да, здорово. Да. поэтому ага, Ну, я это хочу, чтобы- очищает ваше будущее. Да. Да. Никакая тень на него не пойдет. Да, вот так, ага. И было, ну, как, вот когда в органическом росте, все равно вот эта вот прозрачность все равно когда-то в какой-то момент приходит. Она не сразу. Если бы я, конечно, в 2014 году на кредитные средства открыла цех, не О, имея спроса, допустим, да. да, все штаты бы поставила, О, Боже. и у меня бы ничего не получилось. И там начала бы сертифицировать продукты, декларировать, тогда бы ничего не вышло. Все равно поэтому вот шаг за шагом, рост за ростом. Я вот это принимаю, такое развитие. Секрет вашего успеха, на мой взгляд, да, ага, это в том, что был создан очень хороший спрос. Да, и прям, во-первых, вы попали именно в Да, струю, это и пошел, личный бренд да, также, и в спрос пошел, потому что, да, Здесь личный бренд да. Ну, много потому что вы же играет роль. рассказывали про свою жизнь, это вы пекли 3 года Да. торты, правильно? Вот, то есть получается, Есть до сих пор у нас заказчики, которые спрашивают услугу, чтобы я лично сама пекла им торт, допустим. сделайте подороже. Отдельную дороже услугу. Да. Да. Нет, мои девчонки не хуже. Я же их сама обучала. По моим технологическим картам, по моим рецептам все готовятся наши изделия. А вот у нас все-таки, смотрите, к нам обращаются люди, в основном, которые еще не создали вот этот спрос. Ага. И поэтому мы их Сложнее. в первую очередь направляем на изучение маркетинга, именно для того, чтобы спрос создать, Да. изучить его, сделать предложение и уже потом настраивать. А у нас, оказывается, в основном население производственники. Ну, вот так, я люблю как бы делить людей, ну, условно говоря, на 2 категории. Продажник И производственник. Да, и производственник получается, да. И говорю, кто сейчас в тебе победил, спрашиваю я обычно Джилустана. Производственник или продажник? И он говорит, например, производственник. Говорю, давай менять на продажника. Вот. Потому что если нет Ну, спроса... как брат наш говорит, старший брат, ну, девчонки очень хорошо умеют продавать, они рулет за 2000 продают. Еще говорят, они торт за 3000 продают, очень хорошо, ты не скажешь, что они не умеют продавать. Да. Ну да, действительно так. на самом деле. Так вот, и в том-то и дело, а люди обычно задумываются именно о том, как произвести, задумываются, как сделать это хорошо, и вот и забывают вот это... Они уклоняются в продукт, Да, в продукт. а клиентоориентированность у них теряется. На спрос. Да. Как они должны переключить внимание с продукта на Да, клиента. вот там доходы, расходы, вот, основное внимание все равно на доходы, а потом уже расходы контролировать. Сейчас как раз А читаю бывает так, книгу, что расходы гораздо больше доходов. читаю книгу, как сфокусировать внимание с продукта на клиента. Начала читать. Да, да, да. Ага, поделюсь с вами буду о своих впечатлениях. И по командообразованию. Лидеры едят последними, книжка тоже читаю. На лето себе набрала Хорошая книжка. бизнес-литературы и буду сейчас читать. У меня еще мечта хоть одно лето провести по-человечески с отдыхом, ни о чем не думая, не загружая мысли, но все равно планы на лето уже сейчас поставлены, поэтому все равно пахать и работать приходится. Я люблю отдыхать зимой, оказывается, после Нового года, и поэтому уезжаю на зимовку в другие страны. Но последний год вот в связи с пандемией никуда не ездила. И вот когда после Нового года же особо движений нету, просто планирование идет, и все. В этот период отдыхаешь. Да. И у нас еще низкий сезон в октябре, там нету свадеб, дорога закрывается. Джилстан, может быть, ты сейчас что-нибудь придумаешь на сходу по поводу того, как в октябре сделать, например, Да, спрос? спрос. Как можно создать в октябре спрос? Ну, спрос же на что-то, есть какая-то необходимость была, да? Ага. Если необходимость, например, день рождения, то это сильнее прокачивать, таргетировать, возможно. Вот сейчас таргетированная реклама есть, да? Ага, есть. Пару раз проводили. Вот этот, допустим, усилить.
Возможно, вне сезон сделать так, чтобы было больше представленности в магазинах, но только вне сезона, например. То есть именно больше охватывать вот это. А в другие сезоны, конечно, там спрос направлен на 8 марта, Новый год и так далее. А возможно, там вот нужно вот именно так сделать. Именно вот усилить спрос, представленность. Возможно. У меня сейчас еще считаю своей миссией помогать. Пожаротушение тоже помогали, недавно акцию создали, и сбор сделали, и Нюрбинским отправили там ранцевые лесные огнетушители, и маски защитные на углях, которые хорошие маски. И молочные продукты там на месте закупали волонтеры. И еще у меня ко мне вот тоже со спроса, вот раз уж заговорили о спросе, да, есть спрос от девочек в декрете, от вообще кто-то, от тех, кто хочет заниматься чем-то, да, но не знает, еще не нашли себя, да, от них есть тоже спрос, чем же заняться. Поэтому я создала чек-лист 30 бизнес-идей, хороших современных бизнес-идей с краткими шагами и важными моментами. И отправила тем, кто хочет это. Которые запросы Да, отправляют. да, ага. Получается, да. И сейчас было бы классно создать какой-нибудь продукт, который бы дал людям возможность дополнительного заработка иметь. Или подработку, или, в общем, к основной работе, например, да, у людей время остается, энергия остается, могут же занять себя и видеть эти возможности, потому что возможности, они перед глазами маются, но люди, как правило, их не замечают. И посылы даже вот с космоса, как я называю, да, тоже не замечают. И было бы классно создать продукт такой, который бы мог им помочь определиться не только с нишей, да, но и вообще с идеей дополнительного заработка. Вот, с идеей дополнительного заработка. А вот те, которые уже имеют идею, да, и хотят открыть свое дело, это уже идут к вам. И у вас, насколько я знаю, намечается семинар по этому вопросу, да? Да. Ага. Вот Скажи у нас про него. 25 июня будет семинар, то есть там уже не для начинающих больше, а для тех, кто уже начал, Уже начал. уже имеет штат коллектив. Обычно бывает так, что у них сложно привлекать спрос. Допустим, для вашего случая у вас есть бренд, личный бренд, и много заявок, но нужно просто делать так, чтобы было больше сотрудников. А вот у них бывает так, что сложно привлечь доходы в продаже, и также сложно с маленькими по продажам усилить коллектив, чтобы они увеличили продажи. То есть мы будем вот с Линой вместе Тогда у объяснять, вас получается по маркетингу и увеличению продаж, да? увеличение продаж и как усилить коллектив, чтобы они увеличили продажи. То есть у нас будет такая тема конкретная. Вот описание семинара будет внизу видео. Вот описание. 25 июня приглашаем. Также там будет телефон, можете позвонить, записаться. Вот это на самом деле обучение всегда дают какой-то рост. Это да. Начиная от инсайтов до конкретных инструментов, и всегда дает хороший результат. Поэтому вот по эко-торту я, возможно, сама запишусь к вам, дам указания управляющему, чтобы... Надо прийти с управляющей, потому Да. что лучше всего, когда вдвоем, почему? Да. Тогда вам не надо будет пересказывать. Да. Потому что пересказ всегда со своими эмоциями будет, со своей вставкой может. Хорошо. Ну, милости просим, конечно, всегда рады. Вот. А что я хочу сказать, да? Ну, на самом деле, во-первых, я сама теперь лично хочу вас поздравить с тем, что с Днем блогера, да, и вы теперь можете спокойно себя относить к этой квалификации, да, что вы блогер. Вот. Действительно, вот как мы услышали вашу историю, все произошло очень органично, здорово, и потом, смотрите, те ваши 3 года, которые вы делали это вот по ночам, пока как бы семья спала, это вот оно и аукнулось, создавая потом вашу репутацию. Вы вложили это время, вот, ну, да, жертвуя там сном или там еще какими-то делами. Да. Смотрите,
то, что вы Не было достиг- волшебной пилюли какой-то, Вот, да, или палочки. там наследства какого-то не было, еще а что-то, да. благодаря труду и усердию. Да, и потому что вы достигатор. Поэтому я все-таки хочу, чтобы ваши дети тоже стали такими. Да, я все-таки вам этого желаю. Да. Я хочу, чтобы они прям, нет, ну, не то, чтобы там что-то тяжело, прям физическим трудом занимались, да, но чтобы они ставили цели и достигали. Да. Потому что Ну да, счастье вот приходит именно уметь- только от этого. Мне кажется, даже надо детей уметь ставить цели, да? Да, ага. Свои желания превращать в цели, а потом уже в задачи. Да. решать. Во-во-во-во. И в действие. Да, и в И действии. человек хорошо себя чувствует только когда много действует. Да. Вот у вас параллельно сейчас, вот вы сидите с нами, беседуете, у вас параллельно там идет, Ведутся дела. да, промышленный процесс идет, Идет, ага. да, Онлайн-курсники, там обучение Да, идет, да. куратор ведет им да, консультацию. обучение идет, при этом вы там еще Рекламная деятельность тоже менеджер идет. ведет. Так, мы еще поняли, что во время перерыва, что у вас там кто-то Постит. Да, нет, и постит, и еще там, вы еще по поводу, не знаю, там декорирования что-то там какие-то Ага, делали. да. Это все идет параллельно. И смотрите, вы же наоборот полноту жизни ощущаете из-за того, что у вас вот так вот все охватывает. Да. Все сферы жизни Ага, охвачены. колесо баланса, они Да, вот это растет. есть. Ну вот, не лишайте других людей тоже этого счастья. Да, человек все равно существо, которому нужно много. Да. Много сфер у него. Надо вот творчески мыслить и научить Да. детей. Но другое дело, что они не зашоренные должны быть. Ага. Да, чтобы они не боялись ошибиться, чтобы они пробовали, вот, ага. пытались что-то сделать. Ага. Ага. Но в какой-то момент нужна дисциплина. Ограничения все равно нужны. Вот поэтому в бизнесе, даже когда денег много, вот то, что вот помните мы на консультации, да. я ставлю ограничения, вот больше Да, нельзя. да. Да, Ага, то есть правило процент, должно быть да, железное. железное. Туда нельзя, сюда нельзя. Да, потому что когда инвестируешь, хочется еще больше и больше инвестировать, Да, да? да, ага. Как будто все свои средства хочется, это как игра, Да, да, затягивает. да, ага. затягивает. Нет, надо ага, стоп и ставить. поэтому стопы делать. Только 25% от дохода и все. Вот так. Инвестировать. Конечно, их можно ограничить или можно пересматривать со временем, да? Да, ага. Можно пересматривать, но... Нет, вот поэтому в процентном соотношении нормально. Да. 25, допустим, да? А не так, чтобы 100 тысяч в месяц инвестируешь в телевикутку. Потому что доходы меняются же. Я сейчас с консультацией Лины все записываю, каждый свой доход, каждую рекламную деятельность, какой рекламодатель сколько дал, и все это записываю и веду финансовый учет в кондитерской тоже. Все, каждый чек мы сохраняем, чтобы, если возникали вопросы, можно было пересчитать. Вот, сколько заказов, сколько этих. И ставим цели и планы, конечно же. И действительно, когда только анализируешь, можно ставить какие-то планы и Точно. цели. Вот на основе на этого нуле, факта. Да, на нуле невозможно никакие-то планы сделать. Там фантазия будет. Ага, просто, ага. И не знаешь, вот даже, допустим, не имея основы и базы, Ага. какой план поставить, не знаешь, Влад. Конечно. Просто амбициозный это Да, да, да. Просто создать хаос. Ага, хаос немножко создать. Но на самом деле иногда можно и создать хаос. Мы так делаем, да? Ладно, мы говорим это слово гипотеза, то есть предположение, что так было. Предположение. Давайте предположим, что так случится. Давайте начнем работать, а потом будет видно, ошиблись мы или правильно идем, или на сколько процентов мы там верно думали. Вот так вот. Ну, главное понять, что все процессы, они все равно ведутся людьми, и самое главное в коммуникации, отношения. И ничего дороже коммуникации, отношений нет. Все равно все, вот каждая копейка, каждый рубль, это все равно результат коммуникации. Администратора с заказчиком, руководителя с сотрудником, партнеров, поставщиков и так далее. Поэтому, мне кажется, в первую очередь в детях нужно развивать умение коммуницировать. Психологией увлекаюсь, допустим, когда мама умерла, она в прошлом году, в сентябре, от ковида умерла. И вот принятие ее смерти, допустим, Это, да, огромный труд это процесс. внутри себя, Ага, процесс это. И я поняла, что принимая ее смерть, я прежде всего спасаю себя. А быть жертвой там или винить себя, и смысла нет, и это убивает тебя. Или как можно пытаюсь принять. Вот.
Это такой, какой момент? Сентиментальный момент. Да. Но смотрите, в бизнесе же всегда получается, смотрите, То есть человек такое. живет, да? Вот создатель бизнеса, он живет свою жизнь, и он еще создает свой бизнес, получается. Но если он в жизни встречает все на свете, и это отражается, естественно, в бизнесе. бизнесе, получается. И тут очень важна, конечно, вот эта внутренняя дисциплина, стойкость, когда ты должен себя взять, поднять, бизнес поднять. Ага. И там люди же, которые сидят и смотрят на тебя и ориентируются. Тебе плохо, и они так тоже так начинают Да. падать. Ага. А нужно же, чтобы все поднимались, грубо говоря. И вот поэтому всегда себя нужно вот так вот, ну как... Поэтому нужны подружки, да. Да, умение вести себя. Да, поговорить, ага, просто высказаться. И вот замечательные слова сказали по поводу общения, это правда, потому что это то, что наполняет нас жизнью. Общение. Особенно женщин. Это нас. Ну что делать там? Хорошо. Мария, спасибо за общение, за коммуникации. И вот у нас вообще вот идея вот YouTube-канала, вот в основном это про коммуникации, про общение. То есть мы и в своей основной деятельности в консультировании постоянно общаемся вот в таком же формате, но вот решили снять в формате вот YouTube-канала YouTube-канал. и вот восстановить Это то, здорово. то, что мы раньше делали. Вот, и ну, так мы заряжаемся энергией у вас, возможно, консультируем, возможно, общаемся, и вот таким образом создаются идеи, которые... А мы будут прямо сильнее. во время передачи берем консультацию у вас. И это здорово, да, взаимокоммуникация. Вот. И то есть у нас сейчас это тестовый вариант YouTube канала. Вот напишите в комментарии, насколько вам понравилось и каких гостей бы хотели еще видеть, каких предпринимателей гостей. Вот в комментарии напишите, пожалуйста. И будем дальше работать и улучшать наш контент. Спасибо. Приглашайте экспертов. И также будем приглашать и экспертов, возможно, предпринимателей. И также приглашаем, пообщаемся на наших семинарах. У нас будет семинар 25 июня. Будем смотреть, как увеличивать доходы, создавать спрос и как контролировать для этого свой штат, персонал, расходы и увеличивать обороты компании. Приглашаем вас. Ну все, пока-пока. Спасибо вам за приглашение. И надеюсь, наш разговор у вас откликнется. Ага, да, и оставляйте комментарии, что вы из нашего общения извлекли для себя. Все, Хорошо. пока-пока. Пока!